Традиция носить ленточки в День Победы появилась не так давно, около 18 лет назад. Сейчас же она распространилась по всей России, став национальным символом памяти о победе в Великой Отечественной войне и знаком вечной благодарности ветеранам, освободившим мир от фашизма. Георгиевская лента получила свое название от ордена Святого Георгия, высшей военной награды Российской империи. Ленточки раздают, чтобы люди помнили, какой ценой досталась победа, говорит активист движения первых Хасанбек Елоев. Для того, чтобы молодежь 21 века не забывала о тех ожесточенных боях, которые проходили на фронте, чтобы наши предки нами гордились, так как тысячи ингушей воевали за наше будущее. И много смертей было на этом фронте, как и гражданских, мирных людей, так и военных. Участие в акции стало доброй традицией для школьников по всей стране. Учащиеся первой Назрановской школы стали волонтерами движения первых около года назад. В такой акции принимают участие как активисты впервые. Говорят, что на этой неделе будут раздавать ленточки практически ежедневно. В преддверии Дня Победы важно вспомнить о вкладе каждого народа в борьбе с фашизмом. В войне участвовали и показывали чудеса отваги и героизма и наши земляки-ингуши. Среди них были и те, кому посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. Мурат Аздоев, Ахмед Мальсагов и Ширвани Костоев, который уничтожил 11 танков в Курской битве, потопил вражеский корабль со 125 фашистскими солдатами и офицерами в апреле 1945 года в районе Кенигсберга. Подвиги ингушского летчика вошли в историю. Наши предки воевали, свою душу отдавали, чтобы мы жили. Мероприятие ко Дню Победы организовали и в Центре образования в Магасе, подготовили информационные стенды, украсили стены. Учащиеся начальных классов читали стихи. Вот День Победы наступил, повсюду праздничные ленты, чтобы никто не позабыл войны, трагичные моменты. Сегодня радостный салют лучами неба освещает, но в каждом доме павших чтут, кто жизнь отдал, нас защищая. И этот праздник навсегда, хоть весел, но на сердце рана, и не сотрут его года. Земной поклон вам, ветераны. Ингушетия отправила на фронт более 20 тысяч своих сыновей и дочерей. Они сражались в рядах Красной армии, партизанских отрядах, трудились в пылу. Акции по раздаче георгиевских ленточек проходят по всей стране. Это еще один способ сказать спасибо ветеранам и сохранить память о Великой Победе. Она напоминает нам о том, как важно беречь мир и передавать историю подвига нашего народа будущим поколениям. Амина Зязикова, Сулейман Костоев, Магаз 24.